Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так: хочет ли он быть с вами? Что он будет делать для того, чтобы быть с вами? Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая красивая, интересная отсыпка. Прям еще и парус вырос, ну надо же. Так, давайте я сразу на оракуле тоже посмотрю на него, на вас. Какая вы пара, да, как видят высшие силы мужчину и как видят вас. Так будет и как при диагностика, и вам будет легче понять, подходит вам моя отсыпка или нет. Итак, мужчина, вы. Так, мужчина. Так, ну мужчина здесь очень романтичный, очень поэтичный и невероятно талантливый человек. Кстати, он прекрасный психолог. Либо он психологом работает, либо он от природы, да, у него такие вот есть психологические знания, разбирается очень прекрасно в людях, очень высокий уровень чутья, либо интуиции. Человек даже с какими-то актерскими, артистичными задатками. Прекрасный человек. Прекрасный. Душа у этого человека просто прекрасна. Единственная проблема, что, скорее всего, он не до конца в себе уверен, либо ему сложно реализовывать все эти таланты, все эти способности, которыми наградили его высшие силы. Человек по природе своей однолюб. Либо если человек влюбляется, то он хранит верность, он ни на кого не смотрит, он света не видит, да, без своего объекта любви. Так идет. Очень преданный, не любит, а скорее ориентирован на взаимность. То есть этого человека нельзя обижать, и если к нему относиться холодно, то он будет болеть и страдать от этого. Знаете, как хочется сказать, да, человек ранимый, и отказ, например, в любви может разбить ему сердце. Кстати, у кого-то даже отыграется, что человек испытал такие ужасные обстоятельства в своей жизни, когда ему разбивали сердце. Девчонки, если мужчина, которого вы загадали в данный период времени, как-то от вас отстранился, отдалился, либо не делает каких-то конкретных шагов, либо делает очень медленно, поверьте, на то есть очень серьезная причина. Это не просто так его блажь, а причина очень серьезная. Если любит, то любит, понимаете? Вот такой вот он человек. Женщину может сделать счастливой целиком и полностью, во всех аспектах, во всех смыслах. Себя жалеть не будет, а вот для женщины, для ее счастья, вот прям мехом наизнанку вывернется. Хороший мужчина, мне нравится тот, кого вы загадали. Так, теперь вы. Ох, мои хорошие, что-то вы грешите. Грешите вы на свою жизнь, на свою судьбу. Вам кажется, что вы одиноки, что никого нет, что ничего не получается. Кто-то вообще стоит на каком-то распутье, на выборе. Здесь, кстати, могут отыграться девочки, кто, допустим, в браке, либо у вас есть постоянный партнер, которого вы хотите сменить, и вы не знаете, правильное это решение, неправильное, стоит это делать, не стоит. То есть у вас какие-то сомнения, переживания и туман немножко в голове. Вы не обижайтесь, пожалуйста, вот как-то так идет. А у кого-то из девочек еще может отыграться, что вы себя не очень хорошо чувствуете в последнее время. Причем это может быть физическое состояние и также душевное состояние.
Да, вам хочется любви, вам хочется счастья, вам хочется целиком и полностью окунуться в любовь. Но вы какая-то тоже, знаете, немножко недоверчивая, вся такая переполненная сомнениями. Хочется быть, знаете, с любимым вместе и быть в то же время какой-то самостоятельной и независимой. Да, вот, вам не хочется зависеть от мужчин. Возможно, какой-то тяжелый опыт уже у вас в жизни присутствует. Опять же, не обижайтесь, пожалуйста, но вот идет такая информация, что вы сами не знаете, чего вы хотите. Страхи, сомнения, туман. Кстати, я хочу сказать, что вы девушка, которая ничем не уступает мужчине. Вы также очень талантливы, очень способны. И ко мне явно пришли девочки, которые обладают каким-то исключительным, уникальным даром. Даром, который нужно будет раскрыть. И, кстати, возможно, благодаря этому мужчине вы сможете раскрыть свой уникальный дар. При его поддержке, при его помощи, при его участии. Вот эта луна, которая у вас там сзади, она говорит о том, что дар очень сильный, скорее всего, по роду передался. А вот эти голуби, которые из этого ящика вылетают, это благости, которые вам будут ниспосланы свыше. Почему-то вам кажется, что вы никому не нужны, никому нет дела до вас, но это не так. Высшие силы вас очень сильно любят. И духи вашего рода, они всегда с вами, они всегда вам помогают. Только вы почему-то не обращаетесь, либо обращаетесь в каких-то, прям уж совсем экстренных ситуациях. Кстати, здесь есть девчонки, которые злоупотребляют гаданиями. Вы простите, но такое есть. И, скорее всего, какая-то постоянно идет противоречивая информация. И это тоже вас очень сильно сбивает с толку, и вы не понимаете, да, одно гадание посмотрели, там вам говорят, что да, любит, все классно будет, и вы такая, на позитивчике. Другое посмотрели, там вам говорят, да нет, он там такой-сякой, там плохой, и вы такая, все, пока, прощай, и тут же такая болька в сердце. Не злоупотребляйте, не злоупотребляйте. Понятно, что хочется знать будущее, но вы такой восприимчивый человек, что вам не надо злоупотреблять всякими гаданиями, предсказаниями и прочее. Доверьтесь своей интуиции, она вас точно не обманет. Так, вернемся к отсыпке. Отсыпка прекрасная, но в то же время есть какие-то сложные моменты. Сложные моменты как и с вашей стороны, так и со стороны мужчины. Я хочу сразу вам объяснить, сказать, да, что я вижу. Я вижу, что у вас чувства взаимные. Здесь предрасположенность друг к другу, причем на каких-то тонких эфирных энергиях. То есть вы друг друга даже эмпатическим путем постоянно чувствуете, читаете. Воспринимаете не такими, какие вы есть, да, вот тут какое-то глубокое видение. То есть вы смотрите на него, и вы видите больше, чем другие. Также он смотрит на вас и видит больше, чем другие. Я бы сказала, что вы зеркалите, но нет. Все-таки у вас по-разному все это отыгрывается. И он, и вы мечтаете, хотите настоящей чистой любви. И у вас, и у него есть какой-то плохой опыт, травмирующий вашу психику, какое-то состояние, да, заблокированности из-за этого опыта, который вы уже пережили. И мужчина тоже пережил. У мужчины, смотрите, как этот опыт отыграется. У мужчины один шаг до его определения. Как только он определится, он скинет с себя оковы страха. А у вас нет. У вас постоянные вот эти вот брожения, да, качели. Вы очень часто вот как-то по настроению, да, по настроению живете. То улыбаетесь, то плакать хочется. Сами себя можете настроить, сами себя можете запугать. А еще вы очень сильно прислушиваетесь к тем, кто вокруг вас. Свои, чужие, неважно. Вы постоянно слушаете других людей. Вы постоянно к себе примеряете эту информацию. Вы, наверное, таки зависимы в какой-то степени от мнения общества, тех, кто вас окружает. И это очень плохо. У вас нет той свободы, которая есть у мужчины. Вот если мужчина вас выбирает, да, и говорит, все, это моя женщина, я иду к ней, его уже не остановить, понимаете, какая бы там гора ни стояла, леса, моря, океаны, все перейдет, переплывет, я не знаю, вырубит, выкручивает. А вы нет, вы делаете шаг, а потом вы можете сразу 2 назад сделать. И это плохо, это очень плохо на самом деле. Над этим надо работать, девочки. Не надо ни от кого зависеть, не надо никого слушать, вы должны слушать только себя, свое сердце, свою душу.
и идти туда, там, где вам хорошо, там, где вы счастливы. Если с мужчиной у вас ничего еще не было, ну, в плане там, близости, там, свиданий, есть такие девушки, которые загадали на мужчину, который нравится, то у вас все впереди. У вас все впереди, и это не ваши фантазии и не мои фантазии. Это то, что предрешено свыше. Вы оба какие-то уникальные, поэтому высшие силы решили вас свести, соединить. И это соединение, эта стыковочка обязательно у вас в будущем произойдет. Если вы смотрите на мужчину, с кем у вас уже такие полноценные, плотные отношения, не знаю, вплоть до того, что вы там уже готовы, не знаю, там, вместе съехаться, жить, либо идти в ЗАГС, да, узаконить свои отношения, вас что-то смущает, девчонки, это все надуманное. Вам по судьбе быть парой, и вы парой точно будете. Ну, здесь нет других вариантов. Возможно, есть какие-то осложнения в моменте здесь и сейчас. Со стороны мужчины это плохой опыт прошлого и плюс какие-то финансовые издержки, которые, ну, его немножечко так подкосили, да, смешали его планы. А с вашей стороны это вот страхи, сомнения и мнения окружающих вас людей. В принципе, так, что прям глобально кто-то мешал, даже если кто-то из вас не свободен, это не помеха, это вообще ерунда. Помехи, понимаете, у вас в головах. Вот, не в ком-то, не в чем-то, а именно у вас в головах. Так мне идет. Хочет ли он быть с вами? Да, конечно. Так же, как и вы хотите быть с ним. Здесь все очень просто. Мужчина просто вами уже, не знаю, бредит, живет. Постоянно о вас думает, постоянно о вас мечтает. Знаете, вот прям сердце так сильно стремится к вам, пока ноги не идут, не несут. Но я уже объяснила, да, немножечко тут прошлое у него тут подпорченное и проблемы по финансам, именно вот в сегодняшнем дне. Но он, в принципе, прав, да, вот он так рассуждает, вот что я к ней приду. У меня, например, там денег нет повезти ее в хороший ресторан, либо там купить ей хорошие шикарные цветы, позориться, приносить ей ромашки, но она богиня, она достойна всего самого лучшего. Опять же, немножко ему непонятна ваша позиция. То есть примите, либо пошлете. Вот если пошлете, то он опять упадет в свой этот плохой опыт. Опять ему будет больно, страшно, и он будет болеть от этого. Вот. Может быть, вам для начала следует над собой поработать, как-то немножечко промаяковать этому мужчине, что типа, ну, дружочек, я не против, там, ты мне нравишься, либо там, я открыта к общению. Как-то себя надо, девочки, более ярко, четко и понятно обозначить. Как только он этот сигнал уловит, все, преград между вами никаких не будет. Даже если по финансам у него там, ну, немножко так еще будет разбалансировано, поверьте, он в лепешку разобьется, он найдет деньги на то, чтобы вас гулять, удивлять, не знаю, там, одаривать, задаривать, поклоняться вам как богине. Вот так, девочки, идет. Так. Кто смотрит на мужчину и точно знает, что мужчина не свободен, и от этого у вас такие переживания, что о, нет, он не разведется, семью не оставит, там 10 детей и прочее, прочее, вы очень сильно ошибаетесь. Этот мужчина чувств. Вот если он любит, он ни перед кем, ни перед чем не остановится. Он пойдет до конца. Для него важна эта эмоция. Он, знаете, как без любви вообще не может. Он без любви просто чахнет. Вот. Вас он любит. Тем более я вижу, что ну, даже если кто-то есть, но там все люди уже отвернулись, они уже в прошлое ушли. То есть они как тени, которые из прошлого немножечко так там маячат. Я думаю, что там они уже все договорились между собой, что мы там расходимся, разводимся, и каждый живет своей жизнью. То есть, возможно, вы не до конца владеете информацией, что у него там в семье происходит. И поэтому боитесь. Либо кто-то вам там наговорил, что он порядочный семьянин, и там у них ладушки, мир и пир. Это не так. Так, что он будет делать? Ну, я вижу его планы. В планах у него вас любить, вас удивлять. Ну, а самое первоочередное — это с вами поговорить. Что-то он прям такое глобальное, шикарное затевает, но сразу хочу сказать, скорее всего, не получится. Вас судьба немножко раньше, да, судьба опередит его планы и немножко раньше вас вот прям лбами столкнет.
встреча не запланированная идет. Ни с вашей стороны, ни с его стороны. И он так сильно растеряется, что будет говорить все, что в голову придет. Вас, конечно, немножечко этим ошарашит, но тем не менее он будет говорить то, что он думает, то, что он чувствует. Здесь-то все и вскроется. И про его страхи, и про его переживания, и про его истинное отношение к вам. Да? И, кстати, про его мысли о будущем с вами. Все вот прям как на духу выложит. А потом и скажет, вот что хочешь теперь с этим и делай. Я все сказала. Теперь все зависит от тебя. И это будет очень сложное решение, девчонки. Просто самое сложное решение в вашей жизни. Вот то, что сейчас с вами происходит, это так, ерунда, мелочи. Да, как семечки пощелкать. А то, что произойдет в будущем, вот перед каким решением он вас поставит, вот это будет поистине сложно. А здесь совет очень простой. Уйти в какой-то вакуум, да, вот никого не слушать, никому не рассказывать, ни с кем не советоваться, решить самой для себя, как бы это сложно вам не было. Потому что я вижу, что вас окружают не совсем благополучные люди, не могу сказать, что прям плохие, все плохие, нет, неблагополучные, да, у кого-то там жизнь не случилась, у кого-то плохой опыт был, кто-то, может быть, там, в принципе, там никогда не любил, да, они могут давать вам просто убийственные советы, убийственные для вашей любви, для ваших отношений с этим мужчиной. Поэтому не слушайте, решения принимайте сами. А вообще надо рискнуть, девочки. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Согласитесь вы, да, вот просто, да, представим на минутку, вы соглашаетесь. Сразу же вы не пойдете в ЗАГС, правильно, и рожать вам сразу от него не придется. То есть вы можете согласиться с ним на отношения, пообщаться, присмотреться и понять, нравится, не нравится, да, мое, не мое, буду, не буду. Да, вот все очень просто решается. Если вы, например, действительно чем-то будете рисковать, допустим, да, если вы сейчас не свободны, то риск — это дело благородное на самом деле. Опять же, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Как-то все сводится к тому, что надо дать ему шанс. Вот я пытаюсь это до вас донести. Я вижу эти знаки, но, к сожалению, мне тут не привели достаточное количество аргументов. Поэтому я тут сижу и выкручиваюсь на самом-то деле. Вы простите, извините, но вот как-то так идет. Высшие говорят, надо дать шанс, надо попробовать. Дай шанс, попробуй. Потому что я вижу, что вы мечтаете о чем-то. Вы мечтаете вот в личном о чем-то конкретном. То есть какое-то видение своей личной жизни. Вот чего вы хотите. Именно этот мужчина может вам дать то, чего вы хотите, то, о чем вы мечтаете, исполнить вашу мечту. Именно он. На ближайшее время именно он. Вот. Решать, конечно, выбирать только вам. За вас никто этот вопрос не решит. А если решит, то это будет катастрофа. Так, по действиям я сказала, по чувствам я сказала. Все, в принципе, я вам и рассказала. Да, и вот этот кораблик, парус, вернее, не кораблик, а парус вышел. Парус раздувается в правую сторону. Но это ваше будущее с этим мужчиной. Будущее, которое уже прорисовалось. Если вы тупить не будете, если он тупить не будет, все просто сложится идеально. Знаете, как в такой прекрасной love story сложится. Но опять же, да, человеческий фактор, он всегда такой непредсказуемый. Здесь прям четко видно план высших сил. Вот вас соединить, свести, влюбить в друг друга, да, дать вас друг другу. Так идет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.